Человек живет сегодня, ему сегодня нужны лекарства. И говорят, вот, у нас же можно как раз в году отказаться от лекарств, там, от санкурорта, от дороги. Если ты не отказался, эти деньги у тебя высчитывают, там где-то около 3000, что ли. У тебя деньги высчитали в месяц, да? А ты ничего не получаешь. И так из месяца в месяц. А в следующий раз, через год, родитель уже думает, ну или другой больной человек, который пенсию получает по инвалидности. Неизвестно, следующий год, возьму ли я эти лекарства, я лучше себе деньги заберу. Ну, да. Ну, получается вот так вот. Монетизация. Но мы первые 3 года тоже думали, ну все-таки может быть что-то будет. Ничего не появилось. Все есть, которые лекарства, которые выписывают нормальные врачи, они выписывают дорогие лекарства. Или те, которые в списке есть, не выписывают. То есть приходите с рецептом, а вам говорят. Но их может не быть. Или они могут позже поступить. Или они могут вообще не поступить. Интересно, а как должны лечиться? Какими-то аналогами платными, да? Так в том-то и дело. Они же самые только дешевые. В списках-то идет самый дешевый. Почему они не закупают дешевые? Аптеки это вообще как бы они же на бизнес ориентированы, да? Не знаю, чем дороже лекарства, тем лучше. Я что-то в это не вникала. А где социальные эти наши? У нас вот по ФСС так и получается, что коляски как можно больше, как можно дешевле. Чтобы удовлетворить все потребности. А какие потребности? Вот моему ребенку в 6 лет выдали коляску вот такой ширины. Мы до сих пор на ней ездим. Российская, там, я не знаю, как это называется. То, что она должна быть приспособлена со всеми подкладками, чтобы у него не было искривлений. У него искривление сейчас такое страшное. Боже ты мой. И так вот, и вот так вот. По 2 осям называется. Ну, как бы, заставляю его ползать. Потому что, все равно мышечный корсет же свое действие имеет. Или просто сидеть, или ползать. И меньше садиться, да. чтобы профилактика. На животе даже полезнее, чем сидеть. Когда у меня родился второй ребенок, мы ходили к одному лекарю, которого фамилия Ажеев на Верхней Березовке. Может, вы когда-нибудь слышали? Раньше этот домик в единственном числе стоял, возле него стояла всегда машина, и там была куча людей. Вот. Ну, когда мы к нему попали, нам уже было 7 лет. Вот он сказал, тебе нужно найти такую семью, которая его примет и не будет обращать внимания на его там капризы, то, сё. Ну, в общем, конечно, такую семью трудно найти. Вы про кого говорите? Про своего сына. В смысле семью? Ну вот отдать в чужую семью. Зачем? Воспитание? А смысл я сейчас вам расскажу. Я долго не думаю, он говорит, поставь ему завтрак на пол и скажи, иди сюда. А он в то время меня не ползал. В общем, за 3 дня голода с водой он у меня пополз. Все, с тех пор ползает. А до этого у нас же как, у меня как бы. Ваня, возьми это. Ваня, на тебе игрушку. Ваня, кушать принесли, посадили, покормили, вытащили. Вот так вот все. Ну, то есть нету никаких стимулов ему для развития. Он говорит, зачем ему разговаривать? Ты его и так понимаешь. Зачем ему учиться кушать? Ты его и так кормишь. А зачем ему передвигаться? Ты его на себе таскаешь. Как бы вот он меня с таким подколом. Вот, за 3 дня он меня пополз. Нас пополз. Этот лекарь его называют, такие беседы всегда проводит, душеспасительные. Ну, с таким нагнетанием, что ты вот это не так делал, ты вот это не так делал. И это вот свое действие имеет. Хотя я знаю людей, которые не рады тому, что к нему обратились, но я, например, рада.